Движущиеся картинки. Богатой на киношные новости выдалась минувшая неделя. Сразу два юбилея, да еще у каких знаковых фигур. Рязанов, Скорсезе. На Римском международном фестивале призов нам не досталось, зато какие люди в кулуарах и на ковровых дорожках. Положение дел в отечественном кинематографе нынче от радужного далеко. Все гадаем, как бы его вновь поднять на гребень волны. Может, не гадать, а распространить на всю Россию удачный якутский опыт. Андрей Григорьев вернулся под впечатлением. Когда ты один в темной комнате, попробуй пристально вглядеться вглубь темноты. Смотри, не отрываясь. Обезображенный труп девушки в одном из домов на окраине Якутска, а рядом с ним кипа видеокассет. Из этого домашнего видео будто бы и смонтирован популярный якутский хоррор. Бывало, говорят, что зрители в кинозале от страха падали в обмороки. Зарубежные можно смотреть, там не боясь можно смотреть. А если наши здесь местные уже смотреть, ну уже страшно, можно сказать. Вот рядышком где-то здесь происходит, может. Вот здесь все и происходило, рассказывает режиссер «Паранормального Якутска» Константин Тимофеев. Многие по-прежнему уверены, что кино документальное, и, возможно, именно поэтому при бюджете в 60 тысяч рублей фильм собрал в прокате 2 миллиона. Мне нравится и больше всего это получается. Делать мистику или ужасы. Комедию делать у меня не получается, потому что я как-то пытался снимать ералаши для детей. Включили, набрали там полный зал детей, никто не смеется. В специализированной передаче про кино на местном телевидении вдруг заметили: на Голливуд просто времени не остается. Весь хронометраж уходит на рассказы о якутских фильмах. Их только за последний год снято несколько сотен, и не меньше 2 десятков с успехом прошли в прокате. Паранормальный Якутск бьет своими рекордами по прокату, по людям, которые посетили этот кинофильм. Потом «Герои 2». А это уже фантастика. Ика-иха, лунная девушка, о том, как в якутскую глубинку свалилась с неба инопланетянка. Самодеятельное кинопроизводство добралось до самых дальних улусов. Из Вилюйского улуса пришел фильм «Каменные войны», где, я не знаю, там Родригес отдыхает, да, там люди отрубают ноги, выпускают кишки, кровь летит во все стороны. Ну, то есть, а снято-то это вот действительно, как бы, я так понимаю, что они там корову зарезали и все это дело пускали в качестве эффектов. По общему мнению, первопроходцем стал местный министр культуры Андрей Борисов, который на государственные средства осуществил масштабную костюмированную постановку «Тайны Чингисхана», обнаружив у знаменитого полководца якутские корни. Когда поставили камеру и первый там мотор, камера начали, когда перед камерой появилась хлопушка, я сказал: уберите, зачем это надо? Вот с чего началось, да? В прокате экранизация не окупилась, но сам съемочный процесс показал участникам, что кино это не так сложно, как на первый взгляд кажется. Снимать и сниматься после этого бросились все, кому не лень. В Якутске теперь считается тот, кто сделал меньше 2 фильмов и еще не режиссер. Конечно, со звуком у нас большие проблемы были. Но сейчас в Сахафильме появился парень Кеша Сивцев, который уже может в студии очень на уровне делать все. Я до этого снимался, что у нас такой итальянский неореализм. Говорим и не попадаем. А он пришел и убил это. «Ты, дыши» Сергея Потапова, социальную драму о городском неудачнике, который колесит по улицам на своем уазике в поисках денег и лучшей доли, даже показывали на Московском международном кинофестивале. Правда, вне конкурса. Профессиональный уровень растет. То есть, допустим, я вот не буду говорить, какой фильм, но бац, я смотрю этот фильм и смотрю: о, они купили ширик, ну там широкоугольный объектив, все снято шириком, да, то есть потом через некоторое время еще один фильм выходит, я смотрю: ух ты, у них уже кран появился, кажется, даже 8-метровый там, да. В каждом жанре появились свои признанные мастера. Комедия – это к творческому объединению «Детсад», расшифровывается как «Дети Сахатеатра». Группа театральных актеров сначала веселила зрителей в юмористической телепрограмме, а потом, естественно, с головой окунулась в кино. И теперь в активе у нее уже несколько комедийных фильмов. Афиша, публика, касса. Причина в том, что народу нравится якутское кино. Вот причина очень простая. Если бы зрителя не было бы, никто не снимал бы. Вот. А зритель есть. И он еще требует кино якутское. Он хочет этого. Поэтому
Поэтому и начинается такой бум. Красная дорожка припорошена снегом. При полном аншлаге в зале идет самая ожидаемая премьера осени. Фильм Степана Бурнашова «Кута. Трясина». В сюжет боевика об охотниках со стрельбой и убийствами вплетена и первая в истории якутского кинематографа эротическая сцена. Актриса, между прочим, трудится на регистрации в местном аэропорту. Мне было страшно выходить на работу, но, в принципе, пока еще реакции никакой нету. Пока все спокойно. В Якутии, конечно, стараются снимать летом, но есть ведь и сцены, которые по замыслу происходят зимой. Вот Константин Тимофеев на 30-градусном морозе ставит эпизод своего нового фильма о покорении Севера. Камера пошла. Раз, два, три, толста. Якутская девушка влюблена в русского путешественника Семена Дежнева, а отец за это собирается ее убить. Картинка, по мнению режиссера, близка к совершенству, а вот крик души, имеющейся аппаратурой, не передать. А может, мы одолжим вас микрофон петличку? Феномен якутского кино, собственно говоря, в том и заключается, что может быть неважный звук, не слишком качественное изображение и погрешности в монтаже. Но, тем не менее, любая лента имеет все шансы для попадания на широкий экран. А в итоге все это предприятие еще и приносит неплохую прибыль. Фильмы местного производства пользуются здесь неизменной популярностью и порой собирают кассу больше, чем голливудские блокбастеры. Цифры, конечно, несоизмеримы с американскими и даже российскими бокс-офисами. У лидеров местного проката по 4, 5, 6 миллионов рублей. Но ведь и фильмы-то в основном на якутском языке, а в огромной морозной республике живет меньше миллиона человек. Наш местный артист Гена Турантаев, который снялся в фильме «Юбилей», ну, по-нашему, да, он победил в сборах за первый уикенд фильм «Живую сталь» с Хью Джекманом. Он собрал больше миллиона в первую неделю уже, да, а Хью Джекман собрал 800 тысяч рублей. При среднем бюджете в 200-300 тысяч рублей чуть ли не каждое якутское кино становится кассовым. Доходы от билетов съемочная группа делит с прокатчиком пополам. Это прибыльный бизнес, и местные студии, спешно образованные прямо при кинотеатрах, теперь уже готовы финансировать кинопроизводство. Настоящий сахавуд. Это была первая ступень. Пойдет вторая ступень. Да? Кимкидуки, они же тоже откуда-то приходили. Я думаю, что именно с творческим потенциалом, который есть вот у наших ребят, которые снимают, делают кино и хотят делать кино, там иногда приходят с такими проектами, что удивляешься и думаешь, ё-моё. Сельский учитель из якутской деревни Ой купил по случаю машину льда и теперь на обычный фотоаппарат снимает, как внуки на санках развозят прозрачные брикеты по двору. А разве в остальной России не так делают? Это он одновременно и про лед, и про киносъемку. Якут шофер, якут грузчик, якут рабочий. Он сидит и говорит, я не так буду снимать, а совсем по-другому я бы снял, говорит. А русский сидит, курит, им все равно хоть что снимать. Каждый здесь знает, что изо льда получается отличный чай, а из домашнего видео можно смонтировать художественный фильм, скажем, про детство первого якутского президента Николаева. На главную роль любой из внуков сгодится. Это артхаусные фильмы. Все свои ленты Прокопий Наговицын снимает, не отходя от собственного деревенского дома. Пейзаж-то вроде везде одинаковый, поэтому и бюджет большинства работ исчисляется вовсе не деньгами. 4 водку купили, поехали. Все сняли за один день. Ребята выпили немножко и все, разошлись. А зато кадры какие. Андрей Григорьев, Максим Зирин, Станислав Куколев, Александр Маковский. Телекомпания НТВ, Республика Саха, Якутия.